Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Вы, наверное, не раз слышали: эх, вернуться бы в 2011-й, вложиться бы в биток, я бы сейчас таким богатым был. А что ж такое биткоины, блокчейны, крипта? Эти понятия существуют с нами уже не первый десяток лет, но у многих по-прежнему складывается ощущение, что это эфемерная валюта, и валюта ли ничем не подкрепленный мыльный пузырь. Сегодня разберем все по порядку. В гостях у меня сегодня эксперты, чьи имена напрямую связаны с формированием будущего российской криптоиндустрии и цифровой инфраструктуры. Олег Икиенко, который поможет разобраться в тонкостях правового поля, какие законы готовятся, какие барьеры предстоит преодолеть, как может выглядеть легальный рынок криптовалюты в России уже в ближайшие годы. И Дмитрий Ступин, который раскроет технические и экономические аспекты развития цифровой инфраструктуры в Арктике. От энергоэффективности майнинговых ферм до перспектив зеленого майнинга и интеграции возобновляемых источников энергии. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с правового контура. Тогда первый вопрос к вам. Сейчас с ноября прошлого года, если я не ошибаюсь, майнинг у нас официально разрешен, а сейчас обсуждается в Госдуме регулирование криптовалют. Какие там инициативы обсуждаются законодательные, как они могут на рынок повлиять? Ну, вы знаете, комплексно майнинг был введен в правовое поле именно в августе 2024 года, когда были приняты 3 закона федеральных об этой деятельности. Соответственно, далее были приняты уже постановления правительства в исполнение этих законов, которые фактически ввели в полной мере правовое поле майнинговую деятельность, позволили заниматься на официальной основе этой деятельностью. Давайте поясним для зрителей, да, что майнинг — это процесс создания криптовалюты, по сути. Да? Да. Человек пишет цепочку кода, но я так вот по-простому, как я понимаю, пишет цепочку кода, которая добавляется к этому дальнейшему коду, и для чего нужно очень много энергии и очень большие вычислительные мощности. Если грубо, правильно? Да, если проще сказать, это, в общем-то, энергоемкое создание цифровой валюты. Вот, это вот именно майнинг. Скорее, обеспечение деятельности, да. Есть и наукообразное определение этого вида деятельности, которое отражено в нормативно-правовых актах, но, наверное, для простого человека проще сказать, что это вот просто производство цифровой валюты с помощью затрат достаточно большого количества электрической энергии. То есть энергоемкий вид деятельности по производству цифровой валюты. Угу. Так, ну и вот к вопросам Госдумы. На самом деле, большая часть вопросов по регулированию майнинга, она уже отражена в принятых нормативно-правовых актах. Вот. Конечно, есть вопросы, которые остались неохваченными. Еще сейчас обсуждаются вопросы ответственности за нарушения в этой отрасли, которые также будут закреплены в законодательстве. Там готовятся изменения в Уголовный кодекс, в Административный кодекс. Ну, вот, соответственно, другие нормативные акты, которые фактически сделают доказуемые определенные нарушения в этой сфере. Вот. Но есть еще и другие аспекты, которые необходимо урегулировать, которые вся майнинговая отрасль, в частности, ждет, чтобы это появилось в законодательстве, чтобы можно было полноценно и наиболее эффективно этой деятельностью заниматься. То есть, например, получить амнистию за ввезенное с нарушениями законодательства майнинговое оборудование, значит, урегулировать обращение цифровой валюты, купли-продажи, ее организованное обращение, вот, для того, чтобы можно было, скажем так, без рисков и полностью в правовое поле это осуществлять. Вот. Также, возможно, будут урегулированы другие аспекты, такие как деятельность майнинговых пулов в большей степени, чем это сделано сейчас. Что такое майнинговый пул? Майнинговый пул — это такой, можно сказать, элемент инфраструктуры. Это программно-аппаратный комплекс, который агрегирует вычислительные мощности майнеров и распределяет награду в виде цифровой валюты среди майнеров пропорционально вкладу вычислительной мощности в
значит, деятельность майнинга. Да, ну вот надо еще сказать, что, собственно, майнеры, они получают там определенный какой-то небольшой процент, да, от того количества валюты, которое они намайнят, и процент от сделок, правильно? Ну, награда майнера в цифровой валюте складывается из награды, опять же, в цифровой валюте за найденный блок и за подтвержденные транзакции. И это, естественно, поступает одним платежом, то есть не разбивается на две составные части. Ну и таким образом, значит, майнер получает определенную награду, да, за свою деятельность, за деятельность по подтверждению транзакций, по поддержанию блокчейна, вот, за создание цифровой валюты. Ну, то есть создавать цифровую валюту у нас можно, майнить можно, но при этом у нас криптовалюта не имеет официального как бы хождения пока в стране. Не является платежным средством. Скорее, да, Дмитрий прав, она не является платежным средством внутри страны, но может быть использована как средство расчетов во внешней торговле. И сейчас этот вопрос, он урегулирован как раз. То есть вот внутри страны нельзя расплачиваться да, цифровой валютой, а за экспорт-импорт можно. То есть, как бы, если у меня ребенок за границей учится, я могу отправить ему криптовалюту, например, да? А если я за эту криптовалюту захочу, ну, по примеру, там, первой сделки купить кусок пиццы в соседней пиццерии, это будет незаконно? Ну, не то, что незаконно. У вас просто пиццерия не сможет потом налоговой показать выручку эту. Именно в криптовалюте. Поскольку у нас единственным платежным средством является рубль, да, то, соответственно, налоговая не увидит этого поступления, и это будет являться нарушением. А вот, кстати, цифровой рубль, это же тоже, получается, цифровая валюта, по сути? Ну, но она выпускается государством. Ее главное отличие, я так понимаю, в том, что вот именно криптовалюта, она не регулируется никак государством. Это так называемые цифровые валюты центральных банков. Вот эта история, ей уже больше 8 лет. Вот она активно тестируется в Китае. Я думаю, в ближайшее время будет введен все-таки цифровой юань. Это не совсем криптовалюта, он централизован, в отличие от большинства криптовалют. То есть у него единый центр эмиссии. Да? Вот. Он как бы действительно использует технологии блокчейн для того, чтобы быть более быстрым и то есть иметь определенную степень защиты, которую блокчейн-технологии вам гарантируют. Да, вот о чем вот. Но при этом привязан к национальной валюте страны. Как бы вот он привязан к тому, что скажет центральный банк конкретной страны. То есть это та вещь, которая, то, что называется utility token, да, то есть которая работает в своей экосистеме для своих задач. Но среди криптовалют же тоже есть такие, которые привязаны к доллару, например. Это всегда условная, вы же понимаете, вещь. То есть, например, есть там, да, действительно, там токен USDT, да, популярный достаточно. Вот опять же, Олег сказал про расчеты, да, международные. Вот USDT активно используется. Он вроде как подтвержден какими-то реальной ликвидностью в банках в долларовом эквиваленте. В Гонконге там, и в других странах. Но опять же, это уровень доверия. Да? То есть, если мы даже говорим про фиатные валюты, про любые рубль, доллар, да, там, евро, юань, мы же фактически доверяем эмиссионеру. Да? То есть мы доверяем Центральному банку России, мы доверяем ФРС США, мы доверяем Центральному банку Китая. Да? То есть поскольку у нас давно уже нет привязки к золоту, либо к чему-то еще, то есть все валюты на сегодняшний день это фактически представляют ту ценность, которую они имеют в глазах их пользователей. То есть, например, для кого-то, юань вообще не нужен, да, а для кого-то это необходимость ежедневная. Да. То есть спрос и предложение и доверие в наши дни очень. Да, когда мы говорим, вот вы начали программу с 2011 года, да, есть такой официальный, практически полуофициальный термин, то есть это adoption, да, то есть принятие. Вот, условно говоря, в чем это заключается? В 2011 году там было во всем мире 1000 человек, которые
для которых там биткоин представлял какой-то интерес, ценность, да. Вот. На сегодняшний момент, там, даже если мы в России говорим, там по официальным данным порядка 30 миллионов кошельков в России криптовалютных имеется. Ну, понятно, что там они, может быть, 2 и 3 у кого-то, но тем не менее. Вот. Соответственно, уровень принятия, да, вот этот с 2011 года шагнул там с 0,01%, да, там, до каких-то там двузначных все по всему миру. То есть со временем этот инструмент, скажем так, да, он все больше и больше принимается, да, пользователями или людьми. Соответственно, они... Ну и некоторыми странами на уровне государства это скорее, да, это скорее пиар какая-то история, давайте честно скажем, пиар-акция. Вот. То, что касается, кстати, еще момент такой, что опять же, майнинг, то есть достаточно специфичная история. Вот. И даже для простых людей у нас уже с 2019 года урегулировано, например, налогообложение. Если я как физлицо купил криптовалюту, получил с него доход, я его обязан задекларировать и обязан заплатить НДФЛ. Об этом почему-то, кстати, вот, мало кто говорит. То есть если вы для себя, да, вот, условно говоря, купили, то и получили какую-то прибыль. Вот, но здесь то есть я ее купила, она подросла в цене. Да, допустим, да. И что? И с этой... И с этой маржи вы обязаны заплатить НДФЛ. НДФЛ у нас сейчас динамический, да, 13 до 22%. Вы знаете. Соответственно, это важный момент. Это будет уже нарушением налогового законодательства, если этого не сделаете. Так, подождите, если я не ошибаюсь, то основа вообще криптовалюты в том, что невозможно эти сделки как-то отследить. А здесь вопрос не в том, что... Или я просто как честный человек должна пойти и заплатить налог? Во-первых, мы все законопослушные люди. Вот. Во-вторых, то, о чем, кстати, очень важную тему поднял вот сейчас Олег, о том, что у нас законодательство, например, в части купли-продажи криптовалюты в российском на правовом поле, оно не отрегулировано. Соответственно, это порождает проблемы как для, скажем так, профессиональных участников рынка, так и для, условно говоря, простых людей, кто там захотел 100 тысяч рублей положить не в банк, а, например, просто вот купить биткоин и... То есть сразу возникают вопросы безопасности, легальности, вот эти все вещи. То есть то, с чем столкнется любой из нас, который просто вот захочет попытаться использовать это как какой-то инвест-инструмент. То есть у нас, к сожалению, сейчас все это происходит на уровне там, обменников в интернете, либо каких-то офлайновых обменников в городах. Соответственно, уровень, вы понимаете, прозрачности и безопасности таких сделок и такие истории, вы знаете, в новостях постоянно проскакивают. И очень много мошенников. И мошенничества очень много. Которые... Да. Есть куча разных схем, каким образом люди при обмене теряют свои деньги. Уже их тысячи, этих случаев. Вот. И к нам поступают тоже обращения. Каким-то образом, может быть, вернуть эти деньги. К сожалению, это очень сложно, потому что это все не, как вы правильно сказали, не идентифицируемо. То есть в блокчейне не написано, кому принадлежит этот кошелек, да, конкретно. Поэтому это проблема, которую, я думаю, там, в ближайшие год-два нам необходимо решить. Вот, в принципе, я так понимаю, мы идем в эту сторону. То есть конкретно оборот имеется в виду. То есть либо какая-то биржа официальная, либо какие-то официальные обменные какие-то компании, которые будут лицензироваться, соответственно, проводить процедуру, кстати, касаясь налогообложения, проводить процедуру идентификации клиента, то есть паспортных данных и так далее, и так далее. То есть, конечно, какая-то часть людей не будет ими пользоваться, но я думаю, что для большинства, особенно обычных людей, это большое благо. Ну, хорошо, но поскольку мы говорим о майнинге, да, и говорим о том, что вот мы хотели бы размещать дата-центры в Арктике, вообще насколько вот дает ли это какие-то экономические преимущества технологические, чтобы располагать вот эти майнинговые фермы и дата-центры? Мы вот сегодня на конференции обсуждали этот вопрос и там с представителями органов государственной власти республики, в том числе по использованию потенциала, газового потенциала, да, в том числе Якутии относительно развития и стройки дата-центров на газовой генерации. Да. Сейчас это
опять же, это общемировой тренд, что сетевая электроэнергия не только в России, а во всем мире сильно дорожает. Вот. Крупные майнинговые компании в России и сами нефтяные и газовые компании смотрят на газовую генерацию как раз для майнинга, да, поскольку это энергоемкая история. Вот. И по газу, соответственно, ты можешь прогнозировать примерно себестоимость электроэнергии, да, на этих газовых центрах. То есть, например, мы не можем сказать, какая цена киловатта из розетки у нас будет там в следующем году. Мы примерно можем, это как-то так. Но поскольку это существенная часть расходов, да, при майнинге электроэнергии, соответственно, есть запрос и со стороны майнеров, и со стороны ресурсодержателей, чтобы эти объемы неиспользуемого газа каким-то образом полезно, да, его применить, то есть создать дополнительную стоимость. Вот. Как бы с точки зрения того, что, например, в Якутии первый в России по сжигаемому объему попутного нефтяного газа факел и четвертый в мире, то есть это порядка 1 600 000 000 кубических метров в год сжигается, ну, в энергетическом эквиваленте 380 мегаватт в час. 380 мегаватт просто в час сжигает. просто сжигается, да. И там, ну, там есть там... А этот попутный газ можно использовать попутный газ как раз для это майнинга, называется да? полезное использование попутного нефтяного газа. То есть ты решаешь какую задачу. Тебе, например, зачастую экономически просто невыгодно этот попутный нефтяной газ подготавливать, строить магистральные газопроводы. Это очень долго, дорого и как бы, ну, фактически неокупаемо. Поэтому, когда ты на месте создаешь крупного энергоемкого потребителя, то это как бы вот идеальное решение задачи. То есть сейчас в этом направлении российская индустрия, она движется уже там, ну, достаточно активно. Поэтому потенциал приличный достаточно. Для этого вот мы как раз сегодня обсуждали, какие проблемы сейчас на сегодняшний момент есть у участников рынка, какие проблемы у ресурсодержателей, какие там желания и взгляд у органов местной власти, да, что бы хотели майнеры видеть там и так далее. То есть, ну, каким-то образом попытаться создать эту быструю площадку для оперативного решения этих вопросов. Вот, ну, К чему-то общему конечно. пришли? Ну, я думаю, время, да, покажет. Я думаю, Но мы сейчас ближайшее. понимаем, что, да, Якутия является зоной технологически необходимой генерации, ТНГ, так называемой. То есть фактически там есть определенные вопросы с энергодефицитом. Ну, официально не запрещено заниматься майнинговой деятельностью в Якутии, но поскольку это ТНГ, это значит, что в принципе, если майнер подключается в Якутии к энергосистеме, то его в любой момент времени сетевая организация может отключить без всяких для себя обязательств. Если вдруг возникает аварийная ситуация или еще что-то, или вдруг там где-то в каких-то энергорайонах не хватает электроэнергии, мощности, то первого отключат майнера, и он не сможет ничего никому предъявить. Вот, Потому что первое месте жизнеобеспечения, конечно. Да, безусловно. Поэтому органы власти республики, естественно, выступают за то, чтобы майнеры, если хотят заниматься этой деятельностью, сами строили генерацию, допустим, на попутном нефтяном газе, которого достаточно много в республике. И таким образом этой деятельностью занимались. И это разумно, потому что действительно, как говорит Дмитрий, можно монетизировать, ну, запертые, скажем так, энергоресурсы. То есть в тех местах, где действительно нет доступа к магистральному трубопроводу газовому, соответственно, можно построить генерацию на попутном нефтяном газе, построить дата-центр тут же, то есть это получается такой же энергокомплекс. И он будет еще и охлаждаться за счет нашей низкой температуры сам. Ну, в общем, там не так все просто в части охлаждения, но, тем не менее, по крайней мере, полезное использование попутного нефтяного газа будет иметь место. И это очень полезно, действительно, потому что большое количество ПНГ сжигается на факелах. И, ну, мы знаем по России примерную статистику, там около 20 миллиардов кубометров газа ежегодно сжигается. Ну, примерно, да. То есть мы смотрели и
получается так, что около 10 миллиардов кубометров ПНГ может быть утилизировано полезным способом за счет майнинговой нагрузки. То есть, Это и есть вот тот так называемый зеленый майнинг, да? но он, скажем так, может быть и не совсем зеленый, но, по крайней мере, он более полезный, да, чем просто обычный майнинг. Да? Поскольку нефтегазовые компании не будут уже просто так сжигать ПНГ, а будут сжигать его в топке котлов, вырабатывая электроэнергию. И это полезное использование газа, и при этом они и штрафы не будут платить за превышение нормативов сжигания ПНГ. Ну, вот есть еще один момент, что сейчас, сжигая таким образом ПНГ на факеле, понятно, что это немножко условно, сейчас я скажу величины, но понятно, что это зависит от состава газа в том числе, но, например, это такой газ, вот, вернее, такой факел с объемом 1,6 миллиарда кубов в год, это по вредным веществам примерно как половина города Москвы выбрасывает. Со всеми автомобилями и прочими там вещами. Вот, то есть это достаточно серьезная нагрузка на экологию. Вот. Понятно, что нефтяные компании газовые не расплачиваются в виде штрафов за ущерб, да, экологический. Но, тем не менее, ну, как бы намного действительно проще вообще эту историю, в принципе, убрать из контура для всех. И для нефтяников, и для природы, и для тех, кто собирает штрафы. И для майнеров, и для тех... для майнеров. Ну, то есть это такая история, да, как вот мы сегодня вин-вин сплошной говорили, вообще, да, вин-вин. Вот. Единственное, что, да, тепло, в смысле холод слишком сильный тоже не очень хорошо, если честно. Вот, для оборудования. Но, конечно, да, это лучше, чем жара, это лучше, чем пыль и прочие вещи. То есть здесь, поскольку в республике нет таких историй, почему, например, майнинг не так активно развивается на Ближнем Востоке, просто за счет того, что очень большое содержание пыли, песка в воздухе, который буквально в мобильные цоды и куда угодно попадает, проникает. Вот. Здесь такого нет. Действительно, средние там годовые температуры достаточно комфортные. Они немножко, наверное, тяжеловаты для энергоцентров, да, ну, поскольку это газопоршневые установки. То есть это фактически двигатель внутреннего сгорания, как у вас на автомобиле. Да? То есть если вы сейчас зимой свой автомобиль выключите, то запустить его будет достаточно сложно. Ну, это такие особенности и специфики, но перспективы достаточно хорошие и большие. И очень отрадно, что мы сегодня тоже эту тему обсуждали, что и руководство республики смотрит в эту сторону и скорее пытается помочь, потому что... Ну, тут понятно, потому что это потенциально же как бы создание рабочих мест, это, опять же, налоговые какие-то поступления, если уж они должны все платить НДФЛ, который остается у нас в регионе, да, и не только НДФЛ, налог на прибыль, безусловно, да. Да, здесь еще, опять же, момент, да, многие забывают, что у нас арктическая зона — это еще и налоговые преференции для ее участников. То есть, если я здесь компанию регистрирую, да, то, ну, как в любой арктической зоне, соответственно, у меня есть там послабление по страховым платежам, по заработной плате и так далее, и так далее. То есть мне, например, зарегистрировать компанию в Якутии или там заниматься майнингом, или зарегистрировать компанию условно там в Саратовской области, с точки зрения налогов выгоднее здесь это сделать. То есть причем даже не в Якутске, а в одном из арктических наших районов. Ну, конечно, не вся территория Якутии попадает под арктическую зону. Да, то есть, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это тоже как бы такая неочевидная вещь, которую как бы многие иногда упускают из виду. Вот. Еще один тоже важный момент, что вот вы сказали, что это выгодно и так далее. У нас, к сожалению, иногда не все регионы так мыслят в этом направлении. Да? То есть они скорее пытаются, как от назойливой мухи, скажем так, от майнинга вообще избавиться, да? И не видя то, что это фактически дает там синергетический эффект. Да? То есть это и стройка увеличивается, и количество действительно там, может быть, рабочих мест не так много, но они все равно нужны, и, там, и на энергоцентры они достаточно высокооплачиваемые, эти рабочие места. То есть это все равно дает синергетический эффект, поскольку привлекает в регион сразу несколько денежных потоков.
Ну, мысль понятная, и, в общем, она такая интересная. А какие вот правовые инфраструктурные условия для этого нужны? Но, в принципе, сейчас, на мой взгляд, основные условия для того, чтобы этой деятельностью заниматься легально, есть. Вот. Может быть, где-то требуется отдельная донастройка, вот. Но в целом условия для того, чтобы заниматься деятельностью и достаточно эффективно, они существуют уже в правовом поле. Вот. То есть, как я говорил, там, если есть субъекты экономической деятельности, у которых есть какое-то ввезенное с нарушениями оборудование, которое они там боятся как-то регистрировать и вносить в реестр ФНС, то здесь, конечно, да, нужно законодательство об амнистии, да, определенное. Для этого нужно принять определенные там изменения в закон, да, в законодательство. Но вот еще, возможно, есть смысл принять, ну, естественно, да, раз уж мы говорим о том, что нужно, законодательство об обращении цифровой валюты, то есть об ее организованном обращении, то есть чтобы были свои лицензируемые криптобиржи, там, криптообменники, где люди и компании могли бы абсолютно легально, без рисков правовых обменять и купить, продать эту цифровую валюту, фактически под надзором регуляторов. Вот это вот необходимо, безусловно, еще. Вот. Но это на уровне страны, получается. Да, конечно, на уровне страны. А так, в целом, условия созданы. И заниматься этой деятельностью можно. И, конечно, на мой взгляд, в Якутии, ну, промышленный майнинг при определенном подходе грамотном может дать определенный импульс такой хорошей экономики региона. Если будет строиться действительно какая-то своя генерация на газе, на обычном товарном, либо на ПНГ, конечно, это дает такой импульс и строительству объектов, и эксплуатации их, вот, да, и, в общем-то, стимулирует в определенной степени там, налоговые поступления. Вот, конечно, это, ну, выгодно. Главное найти здесь синергию между, ну, там, условно говоря, теми, кто занимается непосредственно майнингом, и ресурсоснабжающими организациями, то есть добывающими организациями, которые добывают нефть и газ. Вот. Если эта синергия будет найдена, то эти проекты появятся, и мы видим уже, что они, в принципе, уже появляются. Да, мы видим в открытых источниках появляется информация о том, что такие проекты запускаются. Значит, люди и компании, ну, видят определенное будущее в этой отрасли. И действительно это, ну, поможет как-то регулярно развиваться. К тому же это не влияет на формирование энергодефицита. Да, если ты строишь свою генерацию, то значит, ты, наоборот, помогаешь энергосистеме. Ну, то есть нужно еще и с ресурсниками разговаривать. Безусловно. Обязательно. Снабжающим. У нас вы вот приехали на форум «Цифровой алмаз», а буквально через там, 5 дней у нас открывается промышленный форум. Нас уже пригласили, да. Да, останетесь? Посмотрим. Вот там-то как Посмотрим. Здесь вопрос, знаете, еще в чем? Ну, может быть, там несколько вариантов подхода. Если мы говорим про там, субъектовые власти, муниципальные власти, то здесь все равно будет, так, как сказать, даже на этапе первоначального запуска все равно будет необходимость во взаимодействии, может быть, даже какой-то помощи с их стороны, потому что вопросы, например, земли, да, у нас какая-то часть, скорее всего, это отнесена будет к ведению субъекта, какая-то муниципалитетов на местности, да. То есть, соответственно, то есть здесь вопрос, скажем так, организации быстрого взаимодействия для запуска таких проектов с местными властями, он все равно встанет. Второй вопрос, что, скорее всего, наверное, было бы правильно, мы тоже сегодня это обсуждали, и вот с корпорацией развития республики, что, ну, если эти проекты, то есть централизовать на какой-то площадке, да, то есть вот опять же площадки, может быть, корпорации развития, которая со своей стороны сразу привлечет ресурсы держателей, да, то есть газовые нефтяные компании, вот, и обеспечит, соответственно, доступ для диалога с пониманием, да, этих каких-то вопросов и проблем там, майнинговых компаний, инвесторов. И, например, то есть это будет происходить, скажем так, даже развитие этих проектов будет более централизованным, чтобы это не было,
чтобы у нас, условно говоря, это не было таким полупартизанским, да, каким-то более все-таки цивилизованным способом происходило освоение площадок и освоение объемов, и чтобы были понятны планы по развитию, возможные места определены, да, для строительства таких объектов. Ну, то есть это целая, ну, достаточно большая подготовительная работа, если мы говорим о том, что это там не 5, не 10 мегаватт, а энергоцентры. А поскольку любые энергоцентры, неважно на сети или с помощью газовых энергоцентров, они, в принципе, в подавляющем большинстве для всех крупных мировых российских компаний подразумевают масштабирование, да, то как бы, ну, мы как бы тоже понимаем, что легче и правильнее сделать сразу, условно говоря, там не 20 мест, а там 5 мест по республике. Я условно цифры эти называю, но с возможностью масштабирования, то есть, опять же, это и снижение и капитальных затрат, и затрат на операционных и прочее, прочее. То есть, и, опять же, может быть, там наличие какого-то резервирования по объемам газа, потому что геология вещь такая, ну, часто сталкиваешься с тем, что даже там баланс по месторождениям сегодня такие, а потом завтра почему-то вдруг газ пропал. Ну, это природа. Вот. Ну, понятно, что поскольку Якутия как бы кратно превышает, да, какие-то там удобоваримые даже планируемые цифры лет на 10. Вот мы сегодня вот сказали, да, об этом. Вот Олег сказал там про 10 миллиардов, да, кубов, которые можно, в принципе, по России достать. Они все же, на самом деле, ПНГшные, они все расположены. Там часть в Западной Сибири, но большая часть в Восточной Сибири, на самом деле, из разведанных запасов. Вот, но 10 миллиардов – это скажем так, два потребления текущих российского майнинга. То есть мы майнинг можем увеличить во сколько? В 4 раза практически, ну, в 2, там, в 3. То есть Якутия может стать Якутия может быть центром майнинга. хорошим локомотивом, да, потому что, ну, люди пугаются, конечно, там, климатических условий и прочих вещей. Но если мы, например, там, сравним с северной частью Красноярского края, то с точки зрения инфраструктуры и остальных вещей здесь намного лучше ситуация для таких проектов. Ну, в любом случае, эти мощности, они не создаются мгновенно. Да. И какого-то взрывного роста здесь, конечно, не ожидается, потому что все-таки в регионе достаточно суровые условия, в которых и построить крупные промышленные объекты, если мы говорим о крупных, тоже достаточно непросто, и это капиталоемкий бизнес в любом случае. Вот. Просто есть сейчас возможности такие, отрасль урегулирована, регион заинтересован в привлечении инвестиций и в развитии этой отрасли с отдачей, естественно, для региона. Поэтому есть вот такие условия для того, чтобы проекты промышленного майнинга развивались и приносили какую-то пользу. Да, то есть не только самим, значит, операторам этого проекта, но и, естественно, государству, да, населению. Вот, создавали бы рабочие места, какие-то инвестиции, там, смежные виды бизнеса развивались от этого. То есть такие условия сейчас есть, и, ну, есть смысл, наверное, как-то эти вот ресурсы монетизировать. Ну, безусловно, с учетом всех факторов местных. Понятно. Но про майнинг примерно понятно, а вот вообще, если говорить про криптовалюты в целом, мы ведь идем как страна к тому, что у нас легализуется это обращение внутри страны? Или знаете, вот недавно представители Банка России заявляли, что в 2026 году, в следующем году, есть такое стремление урегулировать обращение цифровой валюты в России. В каком виде это будет сделано, пока не до конца ясно, но, безусловно, и население, и экономика этого ждет. Потому что сейчас, как и Дмитрий уже говорил, это действительно так, у населения большое достаточно количество цифровой валюты имеется. Вот, при этом купля-продажа ее в России не урегулирована, она осуществляется, но общественно полезной пользы какой-то, да, общественно полезных эффектов мало от этого, потому что, ну, как бы, все-таки это все в основном в серой зоне находится. Если это урегулировать, как это сделано в ряде стран,
конечно же, эффектов будет позитивных от этого больше. И, и бизнес, и население этого ждет. Мы надеемся, что это будет сделано. Ну, какие-то международные практики вот в регулировании криптовалют есть, которые вы считаете успешными для России, Ну, применимыми? безусловно, есть страны, где эта деятельность урегулирована в части там, купли-продажи цифровой валюты. Вот, и это абсолютно законная деятельность, которая приносит и в бюджет определенные доходы. Да? То есть там, Соединенные Штаты Америки, страны Европы, страны Азии, Япония, ну там можно продолжать, там, страны Ближнего Востока, там, Объединенные Арабские Эмираты. Ну, то есть есть страны, где это в большей степени урегулировано уже, то есть, да, и это приносит пользу экономике, населению, безусловно. Мы ожидаем, что это произойдет и в России. Определенно у нас, конечно, есть свои особенности, есть незаконные внешнеэкономические ограничения, санкции так называемые, которые в некоторых случаях сдерживают развитие этой отрасли и ее регулирование. Но в некоторых случаях, и как на самом деле у нас в том числе произошло в России, послужили, как ни странно, катализатором того, что эта отрасль введена в правовое поле. И фактически послужили катализатором определенных инноваций в этой сфере, что, конечно, позитивно. То есть было бы счастье, да несчастье помогло. Вот такая сейчас у нас ситуация интересная. Ну, одна из ключевых характеристик любой криптовалюты – это высокая волатильность. Безусловно. Вот сменится ли что-то здесь, то есть станет ли этот рынок более стабильным и предсказуемым, когда когда вот эти вот изменения в правовом Ну, вы поле знаете, да, сейчас наступят? можно буквально пару минут, конечно, цифровые валюты не живут в отдельной стране, и с регулированием, введением правового поля того или иного аспекта криптовалютных операций в какой-то определенной стране какая-то стабильность не наступает, как правило, да, безусловно. Мы понимаем, что цифровая валюта – это высокорисковый актив, волатильный. Но, как ни странно, мы смотрим уже на волатильность цифровых валют и видим, что она фактически коррелирует с волатильностью некоторых фиатных валют обычных. Ну, то есть она похожа с волатильностью просто обычной валюты того или иного государства. Вот. То есть, ну да, есть такое. Но это не останавливает, на самом деле, экономический рост. У нас много волатильных активов, но если грамотно это урегулировать, то скорее будут выигрывать от этого люди, чем какие-то риски нести. Ну что ж, у нас, собственно, время подошло к концу. Спасибо вам большое за беседу. Я так правильно поняла, что Якутия все-таки может стать центром майнинга. Да. И, мне кажется, такая ситуация, когда от этого выиграют все, и жители Якутии в конечном итоге. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.